В рядах серебряных волонтеров Галина Холопова уже больше 7 лет, а вот к мобильным бригадам присоединилась в прошлом году. В отдаленных сыктывкарских поселках жизнь у пенсионеров гораздо спокойнее, чем в городе. Только не всем это спокойствие приносит пользу. В отдаленных населенных пунктах социальная инфраструктура развита недостаточно, не сравнить с городом Сыктывкаром. Поэтому пожилые люди, выходя на пенсию, у которых есть еще достаточный жизненный потенциал, практически оседают дома. И происходит досрочное преждевременное старение пожилых людей. Поэтому мы, волонтеры, вот так подумали и решили, что надо попытаться выезжать вот в эти отдаленные населенные пункты и попытаться их, как говорится, разбудить, чтобы они потом дальше сами развивались. Упор, конечно, на активизации когнитивных способностей. Здесь в ход идут настольные игры, творческие мастер-классы. И, конечно, спорт, точнее физкультура. Так и мозг пробуждается, и мышцы в тонусе. Различные физкультурно-оздоровительные занятия, такие как скандинавская ходьба, допустим, тибетская гимнастика с использованием каких-то уникальных технологий, как 7 серебряных нитей. Первые мобильные бригады выехали в труднодоступные населенные пункты в 2014-м. Формат все время обновляют, но в основе остается волонтерская помощь и консультации по мерам социальной поддержки. Формат мобильных бригад в комплексном центре социальной защиты населения реализуется уже более 10 лет. Так мы выезжаем в труднодоступные населенные пункты и привлекаем другие учреждения для проведения различных мероприятий. Например, студенты колледжа сервиса и связи организуют нам парикмахерские услуги и предоставляют их на бесплатной основе, что является очень актуальным и востребованным в населенных пунктах. Перерыв в работе таких мобильных бригад делают только на время распутицы. Как только связь с сыктывкарскими заречными поселками наладится, большая вода уйдет, волонтеры и сотрудники комплексного центра социальной защиты вернутся к тем, кто ощущает некую социальную изоляцию. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.